Гулбия Азмахтиева готовит турецкое национальное блюдо хотмер – слоеный хлеб, внешне напоминающий самсу. Впрочем, в меню домохозяйки есть место и чеченской кухни. У нас чеченские блюда, дядя Галыш и чепелгаш, большинство я больше готовлю дома. Вот хингаш мне очень нравится. Я для себя хингаш, а им чепелгаш готовлю. Как и большинство жителей района, Махтиевы занимаются земледелием и животноводством. Жизнь и быт турков-месхетинцев мало чем отличается от жизненного уклада чеченцев, проживающих здесь. Многие свободно говорят на чеченском языке. У меня соседи даже ни одной турки нету, все чеченцы кругом. Я с ними, можно сказать, каждый день друг к другу ходим и общаемся, очень дружно живем. Дети особенно у меня чеченский язык разговаривают. Даже наши соседи сами говорят лучше, чем наши разговаривают они. Турки-месхетинцы обосновались в Чеченской республике в 1989 году. Только в Наурском районе их насчитывается порядка 2000. Бок о бок с чеченцами, представителями других конфессий, здесь живут и потомственные казаки. Есть такое понятие, что сосед ближе родственника. Соседка рядом, Малика, да? Мы полагаемся на ее, если выезжаем куда-то. Она просит, это, может быть, это наше достоинство, чего, может, где-то не хватает. У нас этого хватает. Мы можем переложиться, попросить помощи, насколько это возможно в человеческих условиях. О жизни, проблемах и поддержке народов, проживающих на территории Наурского района, сегодня говорили на заседании Общественно-консультативного совета по межнациональным отношениям при главе Чеченской республики. Но главный вопрос на повестке – избрание главы Чечни. И это не случайно. Благодаря главе Чеченской республики Рамзану Ахматовичу Кадырову Чеченская республика давно стала эталоном конструирования новых подходов в национальной политике. Чеченская республика давно стала примером для подражания для всех остальных не только регионов Российской Федерации, но, может быть, и многонациональных сообществ за пределами нашей страны, где и мусульмане, и христиане, и представители других конфессий, и представители других народов, которые, общежитие которых, да, казалось бы, может быть, и не воспринимается как возможное, да, сегодня именно здесь, на земле Чеченской республики многонациональной, где проживают эти народы, мы и транслируем нашу точку зрения, наше видение на то, что нужно делать для того, чтобы там, где живут разные народы и представители разных религий, что нужно для того, чтобы здесь был покой. Вот тот покой, в котором сегодня живет Чеченская республика. И отдавая дань факту его избрания, нужно еще раз сказать, что 98%, которые получил Рамзан Ахматович Кадыров, то есть почти 100% признание, здесь еще очень серьезная лепта тех людей, которые принадлежат к другим национальностям и к другим религиям, признали его тем самым, отдав свои голоса, признали его своим национальным и духовным лидером. Поэтому мы не говорим, что Рамзан Ахматович является только лидером чеченского народа. Теперь мы, после избрания его очередного на пост руководителя республики и автоматически национальным лидером, мы сегодня говорим и подтверждаем, что Рамзан Ахматович Кадыров – это национальный лидер не только чеченского народа, что Рамзан Ахматович – это национальный лидер народов и конфессий, которые мирно и в содружестве, и во взаимопонимании сегодня идут под его руководством к процветанию. В Чечне компактно проживают представители 96 народностей. Предмет особой гордости властей – это отсутствие межнациональных конфликтов. Для комфортной жизни и развития создаются равные условия для всех жителей республики. Хавая Дзива, Муслим Типаев и Зейлем Закаев. Новости.